Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня я решил записать видео на русском языке, обращаясь к чеченцам, воюющим в Украине, а также к чеченцам, уведомляя их, ознакомливая чеченцев, которые следят за событиями, происходящими в Украине и вокруг Украины. А на русском языке и для того, чтобы другие люди тоже поняли, о чем думают чеченцы и какая опасность ждет в том числе украинцев. И вот дело в чем. Я хочу поговорить о бойце Легиона Свобода России с позывным «Цезарь». Это очень интересный деятель, на которого на самом деле зовут Андроников Максимилиан Александрович, уроженец Краснодарского края, города Сочи, который является заместителем командира Легиона Свобода России по военно-гражданскому сотрудничеству. Вот так об этом пишет Википедия. Также является членом съезда народных депутатов под руководством известного Ильи Пономарева, депутата бывшего и так далее, и так далее. Так вот, Андроников проходил по делу, как пишет Википедия, проходил по делу о возможном военном перевороте с участием под руководством Владимира Клочкова. Вы, наверное, помните такого персонажа, который вместе с Гиркиным много видео снимал, и два таких товарища. И оба имперцы, и Гиркин имперец, и Клочков имперец, и, я так полагаю, и Андроников тоже не отошел от своих взглядов, так как он был раньше членом ультранационалистической организации «Русское имперское движение» РИД, выступавшее против Владимира Путина, якобы, но в то же время взаимодействующие с пророссийскими боевиками в конфликте на Донбассе. Член РИД, который был знаком с Андрониковым, сообщил, что тот покинул организацию перед началом российско-украинской войны в 2014 году. С началом полномасштабного вторжения России против Украины Андроников быстро присоединился к Легиону Свободы России, решив, что не может оставаться в стороне, смотреть на эти зверства и быть молчаливым соучастником этих преступлений. Перед рейдом 23 года заявил, что его главной целью является смена власти в России, также отметил, что воевал под Бахмутом. Дело в том, что и позывной «Цезарь» от Римской империи и все высказывания дальнейшие, которые исходят от Андроникова, говорят о том, что он остался таким же империалистом и монархистом. И после того, как директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о том, что Россия ведет империалистическую войну, в мире признали наконец-то через 30 лет о том, о чем говорили чеченцы, что Россия возрождает новую советско-фашистского типа новую третью империю. Несмотря на это, в Украине есть люди, которые занимаются такой деятельностью и представляют имперские взгляды. Я хочу сказать, что я неоднократно в своих стримах уже много лет рассказываю о том, что русские напали на Украину из-за ее истории. Да, из-за истории Киевской Руси. Потому что у русских, у России нету этой истории. И вся история русизма, она украдена у Украины. И тот человеконенавистнический и имперский русизм, который проповедуют нынешние хозяева Лубянки и Кремля, могут однозначно свидетельствовать, что именно из-за имперских движений пришли с войной в Украину. Именно такие люди, как Андроников, которые есть в Украине, которые зазывали, готовы были принять путинскую армию в Украине для того, чтобы покорить Украину, захватить Киев. И вот этот Андроников является носителем этой идеологии. И сейчас я бы хотел показать короткое видео, несколько секунд, отрывок из его видео на канале Freedom. Понимаете, это Подоляк, это Ермак, это Геращенко, это все вот эти товарищи, которые курируют вот этот Freedom. И на этом канале Freedom имперец прямо говорит о своих опасениях и страхах.
Давайте я вам покажу сперва этот кусочек, потом продолжим. Масштабное вторжение. Мы прекрасно понимаем, что Путин – это гибель, распад, расчленение, уничтожение России. Получается, расчленение, распад России – это самое страшное для него, и они таким образом хотят избежать вот этого плохого для них сценария. Но я могу вам сказать, что без лишения России вот этих имперских амбиций, то есть не разделяя ее, не возвращая Крым в Украину, не возвращая Донбасс в Украину, не возвращая Ичкерию и свободу, Грузии, своих территорий и так далее, свободно, безопасно жить мы не сможем. Ни Запад, ни Европа, ни Украина не сможет жить. И вот почему я решил записать это видео. Я хотел прокомментировать вот это видео, вот этого персонажа. Сейчас, одну секунду. Внимание. Болезненный вопрос для ичкерийского народа. Вот ваше мнение, вы, я уверен, общаетесь с этими людьми. Что можете сказать на сей счет? Я с огромным уважением отношусь к борцам за свободу чеченского народа. Я считаю, что каждый субъект нашей большой родины. Это обычный излюбленный прием, когда некоторые любят говорить, там, как, например, Гордон любит говорить: я так уважаю чеченцев, но это часть России. И вот то же самое Андроников говорит, что он очень с уважением относится к нашей борьбе. Ну, мы субъект России, он утверждает. Для Андроникова, и еще для тех, кто не понял, а Андроников прекрасно это знает, человек военной профессии, человек без сомнения убежден просто, что он воевал у нас, против нас, в нашей стране, в Чечении, и он прекрасно знает все истоки и так далее, и так далее. Но если кто-то не знает, я могу объяснить, что мы вышли из состава Советского Союза, никогда не входили в Российскую Федерацию. По факту прекращения существования самого Советского Союза все республики, и автономные, и советские, которые были еще в советское время уравнены в правах, имели право выйти, и мы этим правом воспользовались. Соблюдя ленинскую, сталинскую и последние редакции последнего образца Конституции СССР, международное право, и проведя референдум, съезд представителей чеченского народа в 90-м еще году в соответствии с принципами международного права. После этого мы избрали президента, парламент, президента Дудаева. В 92-м году, в июне месяце, Чеченская республика была первой республикой из советского пространства, из которой вывели все свои военные формирования Россия. Это факт признания, это косвенный факт признания, вывести все войска. И вот, несмотря на это, этот Андроников считает, что мы и часть его страны. Это делается для того, чтобы избежать ответственности за те преступления, за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и акт агрессии против чеченского народа и государства. Мы приняли свою конституцию Ичкерии в 1992 году, 12 марта. Россия приняла свою конституцию в 1993 году в декабре, через 1,5 года после того, как мы приняли свою конституцию. И незаконно вписала туда нашу страну, и после этого незаконно начала воевать против нас, объявив это восстановлением конституционного порядка. Давайте дальше послушаем, что говорит этот деятель, и я продолжу. Должен прийти к тому, чтобы сам определить свою судьбу. Тем не менее, я не верю в развал нашей страны, чем очень часто путинская пропаганда запугивает наших сограждан. Да, есть регионы, которые хотят отделиться. Чечня – это регион, в котором запрос на свободу очень высок. Почему? Там очень сильные культурные и религиозные традиции, которые Рамзан Кадыров, будучи марионеткой Кремля, нарушает. Дело в том, что, опять же, этот человек абсолютно нагло лжет, он повторяет нарративы российской пропаганды, российских спецслужб. К большому сожалению, Ахмед Закаев именно вот в этом же русле то же самое повторяет, что там режим Кадырова, там, что финансирует там
режим Кадырова, который лишает нас прав. Нет, мы сражаемся за свою свободу не в гражданской войне, как хочет представить Ахмед Закаев, там разные другие деятели, и ФСБ России хочет также это представить, и Андроников сейчас это хочет представить. Мы сражаемся против Российской империи на протяжении 4 веков. 4 веков, обратите внимание. Тогда не было ни Рамзана Кадырова, не было ни даже ФСБ, которая продолжает вот эту имперскую традицию, но не было ни американцев, ни американского даже государства. Нам обвиняют то, что американцы нас там подначивают и так далее. Так вот, это наше естественное стремление не жить с империей. И вот, вкратце сказать, я больше не хочу просто этого человека вам больше показывать, цитировать его, вот эти его высказывания. Понятно, кто этот человек. Теперь я хочу, чтобы еще РДК, вот возглавляющий РДК, Русский добровольческий корпус, Капустин, последняя надежда, что остался один адекватный, может быть, русский, который с оружием в руках готов защищать права россиян, русских и так далее, при этом не отказывая нам, чеченцам, в праве на свободу и независимость. Так как мы заплатили больше, чем кто-либо на этой земле. Больше, чем кто-либо в одиночку мы заплатили за борьбе против имперского вот этого режима. И сегодня нам вот эти люди, типа Андроникова, которые должны бы каяться, извиняться, тем более, если он сам воевал, должны каяться и по христианской традиции стать на колени и просить прощения перед теми, кого они убили. Ну, мы наоборот слышим, что нам будут разрешать проводить референдум. Как сказал Джохар Дудаев, статус Чеченской Республики Ичкерия определен навеки вечное. И обсуждению он не подлежит и с вашего рта, россияне. Эти слова мы вообще даже слышать и терпеть не хотим, понимаете? Поэтому я обращаюсь к Капустину из РДК. Пожалуйста, скажи свою позицию по Ичкерии, по чеченскому вопросу. И обращаюсь к чеченцам, воюющим в Украине. Сейчас, когда начались вот эти события, вот эти свежие события, я поддержал вот этот русских националистов, которые пошли освобождать свои земли, там, добывать право и так далее. Возможно, просто это было помешать там выборам Путина, потому что больше они говорили о выборах Путина, чем о том, чтобы народ поднялся. Мне кажется, я больше всех говорил о том, чтобы их поддержал российский народ, русский народ, чем они об этом говорили. Больше всего они говорили о выборах. То есть создавался ажиотаж, что есть выборы, что это все как бы важно, что кто-то пытается сорвать эти выборы, но они не срываются, потому что тут русский народ, российский народ един с Путиным, там, может быть, для этого это делалось. Может быть, по какой-то другой причине. Но назвать вот этих людей российские освободительные силы по аналогии с русской освободительной армией Власова, это было сделано, мне кажется, с той целью, вот, и именно на телеграм-канале вот этого Андроникова вышла вот этот термин российские освободительные силы. Сделано было для того, чтобы отвернуть русских от поддержки вот этих людей, потому что с молоком матери для русского человека впитывается, что Власов был предатель, и который к тому же был лузером, которого, то есть, проиграл и повесили его еще за его предательство. Поэтому не очень хороший персонаж для русского представления, чтобы такого поддерживали, как Власов, например. Поэтому я призываю чеченцев, которые оказались в рядах вот этой российских освободительных сил, которых так представили, с большим уважением отношусь ко всем чеченцам, воюющим, сражающим с оружием в руках, защищающим Украину, борющимся за свободу чеченского народа, так как Джохар Дудаев сказал, солнце свободы взойдет со стороны Украины, и русские и украинцы на непримиримых позициях сойдутся в этой войне.
И это все оказалось стопроцентной правдой, и мы верим, что и солнце свободы зайдет со стороны Украины. Но я еще раз обращаюсь к чеченцам-бойцам. Сторонитесь как Закаева, который коллаборационирует с этими людьми, так и вот с этими деятелями, которые являются на самом деле имперцами. И нам ничего хорошего от этого не грозит. И если кто-то не понимает из чеченцев, что референдум провести, ну что такое, весь народ поддержит, давайте проведем, может кто-то сказать. Конечно, поддержит, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но дело в том, что если мы снова будем проводить референдум, то мы соглашаемся с тем, о чем Россия на протяжении 30 лет называла нас бандитами, сепаратистами, мятежным генералом Джохара Дудаева и так далее, и так далее. То есть Россия избежит ответственности за убийство 300 тысяч наших граждан, всех национальностей и всех религий, которые убили русские оккупанты. И в таком случае мы с вами, все чеченцы, которые воевали, гибли, окажемся бандитами и террористами и сепаратистами, которые нас называет Россия. Называла на протяжении всей истории. Именно поэтому некоторые деятели, которые представляют старую заугаевскую КГБшно-ГРУшную номенклатуру, хотят, чтобы мы были частью России, и мы снова провели референдум. Если мы проведем этот референдум, мы признаем, что Джохар Дудаев, все наши президенты, весь наш народ были неправы, они были бандитами. И самое, что им нужно, русским, их бандиты и террористы избегут наказания, потому что мы не можем требовать от русских бандитов привлекать их к ответственности, если они на своей территории просто бандитов успокаивали, то есть нас, понимаете? Вот поэтому, друзья, будьте внимательны, те, кто воюют, чеченцы, я к вам обращаюсь, будьте внимательны, хитрость русской империи, она не имеет границ, коварство, цинизм и лицемерие просто не имеет абсолютно никаких границ. И, пожалуйста, будьте аккуратными и внимательными. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Адикюэль Маш Оэль.